Сегодня в последний путь проводили Тигишвили Георгия Казбековича, погибшего при исполнении воинского долга в запорожском направлении. Боец служил в рядах полка имени Исыплиева. Георгий погиб 23 ноября, всего месяц не дожив до своего 49-летия. В зоне специальной военной операции боец находился с 2023 года. وقت فستم فشاگی زخیا نمنگه قوم شون ممن بلت فرس بر بالون هور دیگه شدی افساد ما ایران باتالیونه هم که توخ کتا فسمش با کتا من آخم و زاواره الخال تو من یکودن مافته و مگلسکه. Друзья и знакомые Георгия отзывались о нем как о мужественном человеке. В 2008 году он встал на защиту Южной Осетии. Не остался в стороне, когда началась специальная военная операция. Проводить в последний путь воина пришли руководство республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, председатель парламента Алам Маргиев, премьер-министр Константин Джусоев, чрезвычайный полномочный посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов. Глава государства выразил соболезнования семье погибшего, отметив его доблесть и отвагу. Георгий Дарнетчуди, Иумиогыз ногнахма. Славудис. Олухот тер божурам бойдем. Зион. Корбой кусум бойдой ват. Чифа зион вифадел. Мама фандеша ма ямана бидун тайройдо геюл дар фекусуй. Югызон авзохту Георгий. Яхи кайнам бахсто. Ма роздар кам петроздар лапутаю кам лаудас там сехсам фалауди фидоре. Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов отметил, что Осетия и Россия гордятся такими героями, как Георгий. Георгий неоднократно был ранен, но не было ни одного случая, чтобы он покидал позицию. Его товарищи говорили по окопу: он рядом с нами, он никогда не покидал, не лукавил, не прятался. Он всегда был на переднем крае. Но, к сожалению, Всевышний всегда забирает в первую очередь тех, кто мужественный, кто сражается до последнего вздоха. Указом президента Георгий Тигишвили посмертно награжден медалью защитнику Отечества. Без отца остались 5 детей.